Әйдәгез инде башлыйм, менә мин сезнең белән таныштым. Штаб турында берничә сүз әйтәсем килә. Штаб татар безнең инде 24 ел. Без Мәскәүдә шундый күп итеп, күп чаралар уздырабыз. Мәскәү татар штабы ул безнең шундый бердәмлек Мәскәүдә татарларны һәм башкортларны бердәмләштерү һәм аларны бер-берсе белән таныштыру. Камилла, креативность, верно? Твоя тема. Камилла, пожалуйста. Встречаем Камилу. Теперь, собственно, вопрос к вам. Вы, наверное, знаете, что такое креативность, и кто из вас считает себя прям креативными ребятами? Можете поднять руку? Супер, почему так мало? Креативность — это на самом деле не какое-то врожденное качество, а навык, который можно развивать, и сегодня мы с вами попробуем это сделать. У вас у всех лежат на столах ложки, и сейчас я попрошу вас взять эти ложки и найти ей сколько угодно применений за 1 минуту, хорошо? А потом посмотрим, кто сколько придумает. Все взяли ложки? Окей, давайте. Отлично. На самом деле, для того, чтобы измерить креативность, так как это развивающийся навык, есть несколько показателей, например, гибкость. Гибкость нужна для того, чтобы измерить, как много идей вы можете придумать с каким-то предметом за короткое время. Например, с ложкой за минуту. Кроме гибкости, есть еще беглость, оригинальность, которые проверяют, как необычно вы подходите к своим идеям, какие нестандартные решения вы предпринимаете. На самом деле развивать креативность можно несколькими способами, и самый первый — это воспринимать проблемы, которые у вас возникают, не как проблемы, а как задачи, и находить этим задачам нестандартное применение, нестандартные решения. Нужно для каждой задачи придумывать как минимум 5 вариантов ее решения, и тогда вы будете постепенно развивать свою креативность, потому что ваш мозг будет задействовать другие нейронные связи, и, следовательно, вы сможете в дальнейшем быть более креативными. Также нужно постоянно задаваться вопросом «почему?». Это, кстати, ответ на вопрос, почему дети фантазеры обычно, потому что все, что они видят впервые, у них возникает вопрос, почему это так, почему мы едим ложкой и пьем из такой формы чашек, например, не из тарелок или блюдец или бутылок. Еще нужно понимать, что все вещи, которые окружают вас каждый день, можно делать каким-то другим образом, подходить к этому более творческим путем. Например, придумывать самые банальные разные пути до магазина, что тоже будет развивать ваш мозг, или собирать сумку каким-нибудь необычным образом по чек-листу, или просто складывать все, что видите перед глазами. И можно еще придумывать себе какие-то необычные хобби. Кто-нибудь из вас думал когда-нибудь о прыжке с парашютом? Можете поднять руку? Окей. А кто из вас реально прыгнул с парашютом? Вот это к вопросу про необычные хобби, что когда вы их придумываете, этим нужно, конечно, заниматься. У меня все. Спасибо. Спасибо тебе большое за интересное выступление. Давайте посмотрим, кто у нас следующий выступающий. Наиль. Наиль с темой организации мероприятия. Встречаем Наиля. Всем привет, я Наиль. Моя тема — это организация мероприятий. Хочу начать с того, почему я имею право в этом вам рассказывать. Я организовал мероприятия с 16 лет. На моем счету не так много мероприятий, но каждое из них классное. Первое я сделал в 16-10 классе. Это была бизнес-конференция для молодежи. На ней выступали спикеры-предприниматели, а участниками были молодые чуваки, которые хотят стать предпринимателями и сделать свой бизнес. Спустя год я организовал вторую конференцию, но уже про бизнес в IT-сфере.
на которой было более 80 участников, а спикерами стали основатели крупнейших IT-компаний Ульяновска, которые входят также и мировые рейтинги, и российские рейтинги. В этом году я посчитал суммарный оборот их компаний, и получилось, что в год суммарный оборот их компаний более 2 миллиардов рублей. И я вам хочу сегодня рассказать, как у меня это получилось, и как вы тоже можете начать организовывать мероприятия для себя или для каких-то других определенных целей. У каждого мероприятия есть цель, у этого тоже. Начнем с того, что ключевой навык для организатора мероприятий – это заводить новые знакомства. То есть, на самом деле, сегодня очень классно, что все познакомились. Я ни разу сзади не знакомился с где-то 50 людьми за раз. Это здорово. Почему это важно? Потому что при организации мероприятий самое главное – это найти контакты. Например, договориться с площадкой, договориться со спикерами, вот как я, например, сейчас спикер, договориться с людьми, которые могут помочь тебе с продвижением этого мероприятия, пригласить участников. Например, первого спикера своего прошлого мероприятия я встретил, когда ехал на маршрутке в школу, а он пробегал мимо. Но до этого мы виделись, я знал, кто он. Он, в общем, крутой чувак. Да, очень крутой чувак. И, в общем, я выбежал из маршрутки, ни о чем не думая, добежал до него, и мы начали общаться. Потом я позвал на мероприятие, и он выступил. В общем, знакомство – это главное. Что еще могу сказать? Есть 3 ключевых этапа в организации мероприятия. Первый этап – это определенно определиться с целью и тематикой мероприятия. У каждого мероприятия должна быть цель и то, зачем оно проводится. Когда я организовал первое мероприятие, я просто знал, что там нужно пригласить вот таких-то людей, привлечь участников, и вот мероприятие готово. Все было просто, но и мероприятие было маленькое. Когда я начал организовывать второе мероприятие, я начал общаться с студентами, и я думал уж почему-то, что любой студент, который учится на IT-направлении, он хочет стать крутым айтишником, как Стив Джобс, как Илон Маск, основать свою IT-компанию. Но оказалось, возможно, для вас это будет удивительным, что только 2% людей, которые учатся на IT-специальностях, интересуются заданием собственного стартапа. Поэтому очень важно понять, для кого ваше мероприятие, чтобы, когда вы привлекали участников, вы не тратили время на то, чтобы привлекать, в общем, не тех участников. Вам точно нужно знать, для кого вы делаете это мероприятие, ограничивая целевую аудиторию. Так вы сэкономите очень много своего времени и ресурсов. Второй шаг, самое главное, это найти команду. На самом деле можно мероприятие организовать втроем, вдвоем и даже одному. Но провести это мероприятие вы одному никогда не сможете. Даже если будет мероприятие, на котором выступаете вы один и приглашаете людей, вам по-любому нужен видеооператор, фотооператор, человек, который будет встречать гостей, регистрировать гостей. То есть, сколько я уже назвал, 3 человек для того, чтобы провести одно мероприятие. А крупные мероприятия организовываются с оргкомитетом от 15 человек и более. Так вот, команда. Кто нужен вам для того, чтобы организовать мероприятие? Есть 3 ключевых роли, которые должны быть в команде каждого мероприятия. Это дизайнер. Самый первый человек, который должен быть, это дизайнер, который задизайнит вашу группу. Благодаря этому дизайну вы сможете привлечь участников. Второе – это копирайтер, который будет писать посты и рекламировать вашу группу. И третье – это продвиженец, таргетолог. Можно на самом деле продвигаться бесплатными способами. Расскажу немного о том, чем я занимаюсь. Я организовываю IT-конференции в Ульяновске для людей, которые хотят стать основателями IT-компаний. Ну, это молодые студенты с предпринимательской жилкой. Выступают на них, естественно, не сотрудники обычные, а основатели этих компаний. Я могу предложить им продвижение нашего мероприятия, много пунктов, а они за это, в свою очередь, готовы мне заплатить. То есть это составляется такая презентажка, в которой вы рассказываете, что за мероприятие, сколько у вас будет участников, кто эти участники. Если эти участники, например, молодые IT-специалисты, представим, что вы все IT-специалисты, а у IT-компаний очень большая потребность в IT-специалистах, они вам готовы заплатить за то, чтобы вы прорекламировали их компанию и привлекли новых сотрудников. Здравствуйте, меня зовут Рустам, мне 17 лет. Я поступил на первый курс географического факультета, но еще с 9 класса я увлекся олимпиадным движением в школе, то есть я участвовал в Всероссийской олимпиаде школьников в 9 классе. И
тогда вот я стал в 9 классе призером, и это дало мне право поступить в вуз, но тогда я поставил себе довольно абсурдную цель. Я поставил себе цель, что хочу занять первое место в международной олимпиаде по географии. Я увлекался географией и... Он работает? Я увлекся географией, и мне очень нравилось вообще все это олимпиадное движение, это дало чем заниматься. Я думаю, моя просто жизненная история может помочь людям понять, насколько важно ставить цели, насколько важно быть уверенным в себе, даже если цели кажутся самыми абсурдными. Вот. В 9 классе меня пригласили на сбор, и тогда я поставил себе цель, что, несмотря ни на что, хочу стать первым в мире по географии, занять место в международной олимпиаде. И с тех пор я посвятил всю свою жизнь, вот эти 2 года, все свое время я посвятил именно этой цели. Я много готовился, я целыми днями. И я думаю, главное, какую бы цель ни ставили, главное, чтобы вам это нравилось. Если вам будет нравиться сам процесс, то в конце уже не важно, достигнете ли цели или нет. Главное — получать удовольствие от того, что вы делаете прогресс, узнаете что-то новое. Я думаю, это будет как раз актуально, так как почти здесь все студенты, и в студенческой жизни можно поставить много различных целей. Например, сдать сессию на отлично, или перевестись на какое-то другое направление, найти работу и так далее. Вот. И с тех пор, несмотря на все условия, которые были против, например, из-за пандемии Олимпиаду отменили в 10 классе, но я не сдавался и продолжал стремиться вперед. И в итоге в этом году, в 11 классе, в августе, я участвовал в международной Олимпиаде за сборную России и занял там первое место в мире по географии. То есть я поставил себе цель. Да, сборная России впервые заняла первое место. До этого мы все время плохо там выступали, потому что вся Олимпиада проводится на английском языке, то есть ни слова на русском, Олимпиада не переводится, и надо было отвечать на различные вопросы по географии. Главное, я считаю, что я был до конца уверен в себе, и несмотря на все... Сама цель мне изначально казалась абсурдной, то есть я поставил самую высокую цель и шел к ней, потому что надеялся достичь хоть чего-то. Но главное, когда вы идете к чему-то, вам может быть никогда не быть скучно, потому что если вам есть к чему стремиться, вы понимаете, что делать. То есть я думаю, насколько важно ставить в этой жизни цели, не просто идти по течению, а поставить себе какую-то явную цель и идти к ней, даже если цель очень далеко. Главное еще выделять подцели, что вам надо сделать до этого. Даже если цель кажется далеко, и в конце уже будет неважно, достигли вы это или нет, главное, чтобы вы в процессе, в прогрессе получили очень много знаний, опыта, умений, зависит от цели. То есть я просто хочу показать, что надо быть уверенным в себе, и такие случаи реально бывают, что если вот вы в себя верите, то все будет хорошо. Независимо от всех обстоятельствах, я просто хочу сказать, что поставьте себе какую-то цель на этой неделе, какой бы цель ни была, сделать что-то полезное, улучшить себя. Например, то, что вы хотели сделать на протяжении многих лет, вы можете сделать уже в этом году в свободное время. То есть просто задуматься и подумать, какую цель можно поставить, что будет полезно именно для вас, и потом продолжать стремиться к этой цели. И просто задуматься о жизни, что просто плыть по течению не всегда может привести к успеху, а если начать что-то новое, даже что-то не сильно значительное, и продолжать этому, то вам может быть может быть такое, что вам никогда не будет скучно, потому что если вам нечего делать, вы просто поймете, что вот можете продолжить стремиться к этой цели, и все у вас получится. Спасибо большое Рустаму, что вдохновил нас стать целеустремленными людьми. Друзья, спасибо всем большое за выступление, за внимание. Я рад, что мы опробовали такой формат, и я считаю, штаб Тадар — это отличное, достойное место для того, чтобы проводить свой TED, потому что у всех нас есть чем поделиться. И надеюсь, в следующий раз будет еще больше спикеров. Сейчас же у нас будет ужин, и дальше в свободном формате общение, настольные игры, песни и то, что вам нравится. Всем спасибо.